Ингушетия присоединилась к международной акции «Перекличка победителей». С этим проектом в республику приехала журналистка Светлана Карелова. Она уже объездила города России и приглашает с собой в эту ответственную миссию всех желающих. Подробности в сюжете. Совсем скоро вся страна будет отмечать знаменательный день – 75-летие победы над фашистской Германией. В Ингушетии ветеранов Отечественной войны осталось совсем мало, всего 3. Члены обществ максимально стараются проводить повсеместные мероприятия. Сегодня виновником торжества стал сражавшийся за Малгобек герой Камбулат Гайсанов. Для него накрыли стол, ему дарят подарки, поют песни и читают стихи. Веет с поля ночная прохлада, сиявый цвет облетает густой. Депутаты, юноармейцы, женский комитет, родные и близкие сегодня окружают его в читальном зале, где проходит мероприятие. Главным гостем стала здесь также и Светлана Карелова, журналист, писатель из Москвы, автор многочисленных проектов, таких как «Эхо Алтайского края» и «Перекличка победителей». Она с собой привезла материал проекта, куда вошло и интервью Камбулата Гайсанова. Еще в прошлый визит Светлана записала нашего героя и показала его защитникам из Ленинграда, Москвы, Грозного, Португалии и Дании. Есть поручение от ветеранов. Самое главное – беречь мир, соблюдать самые элементарные семейные правила. Это самое главное и самое ценное. А семейные правила – это не только, конечно, все начинается с семьи, конечно, все начинается с своего региона. Но семья – это наша планета Земля. Вот что мы стараемся донести в этом проекте, чтобы все понимали, что Земля-то она одна, она вселенная, ее надо беречь. Все в зале выражают благодарность защитнику Малгобека за его вклад в победу. Эта война – вечное напоминание о мужестве и отваге, стойкости и непоколебимости наших дорогих солдат 40-х на полях сражений. Ради будущего страны они рискнули своим счастьем, судьбой. Их подвиги и тяжкий труд сделали эту победу возможной. Мы сегодня, как представители Народного фронта, тоже принимаем участие в этом мероприятии и хотим от всей души пожелать здоровья, благополучия Камбулату Абукаровичу. И от себя мы решили подарить ему небольшой подарок, скромный. Телевизор будем вручать ему сегодня. Подобные мероприятия стали жизненной нитью героев той войны. Благодаря им они чувствуют, что никто не забыт и ничто не забыто. В потомках воспитывают благородную память о тех, кто подарил нам свободу от фашизма, и учат ценить тот мир, за который отданы миллионы жизней. Сегодня поздравляем нашего дорогого ветерана. Этот проект она ведет уже давно, Карелова. Она собрала интервью со многих республик нашей страны, из зарубежья. Недавно она была в Ленинграде, где чествовали День блокады, юбилей. И там показала всю перекличку. И вторым по кадрику идет наш Гайсанов, у которого она взяла интервью. Камбулата Гайсанова вдохновил подобный прием, так же, как и перекличка победы. Благодаря проекту он понял, что за рубежом тоже помнят об отваге наших защитников. Светлана Карелова уже дальше отправится в свое творческое путешествие по другим городам, героям других регионов, чтобы донести материал о соотечественниках каждому. А в апреле она приглашает всех принять участие в автопробеге, начиная с Грозного и до Центральной России. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Новости 24.